Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков дали старт так называемому перекрестному году, то есть году Республики Киргизия в России и России в Киргизии. Запланировано более 200 мероприятий, среди которых особое место займут акции, посвященные 75-летию Победы. И вот первое такое большое мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце. А мы увидели, что происходит за сценой на тех концертах, в которых участвует президент. Спойлер, там очень беспокойно. Работники ресторана быстрого питания в самом центре Москвы, конечно, изрядно удивились, когда все помещения оказались заняты людьми в концертных костюмах. Вы сами не хотите с нами фотографировать? Сегодня у нас вступление будет. Площадь прямо у стен Кремля тоже вся говорила о том, что что-то происходит. Концерт в Государственном Кремлевском дворце в честь открытия перекрестных годов России и Киргизии. Это киргизская национальная шапка. Сейчас они будут уже выходить. Готовимся. И за кулисами, и в многотысячном зале ждут президентов двух стран. Очень ждут. И вот на сцену выходят шефы президентских протоколов. Громкие, но все-таки быстро смолкающие аплодисменты. И только через несколько минут, наконец, объявляют президента России и его гостя. Президент Киргизской республики Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Спасибо. Спасибо. Вот то, что на подобных концертах видят зрители и телезрители, а вот то, что увидели мы. В сценарии отмечена строка «Выход официальных лиц». Президенты рассказывают о развитии сотрудничества двух стран. Россия нацелена на дальнейшее всемирное укрепление разноплановых связей с Киргизией. В промышленной кооперации, сельском хозяйстве, здравоохранении, по линии научных, академических и студенческих кругов. Президент Киргизии с кремлевской сцены делает заявление, которое практически не услышишь от руководителей постсоветских стран. Что именно принесло Киргизии нахождение в составе Советского Союза? Бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности. И уже на киргизском о главных партнерах его страны сегодня. Россиянин, Евразес. Так и в самом Кыргызстане. Официальный второй язык – это русский у нас. Я люблю Россию. Когда президенты выступили и нужно было начинать концерт, на сцене и за кулисами развернулась целая спецоперация по срочному демонтажу трибун. Да, сейчас, подожди, они проходят. Спокойно, все встали. Так. Уносим. Прижми сцену, прижми сцену. Уносим. Ребята, пошли. Ребятушки, давайте активнее. Приготовились. Что ждем? Давайте начинать. Они знакомят Россию с культурой Киргизии и показывают, что значит для Киргизии культура России. Я любитель Чайковского, я обожаю его. Прям уже ноги сами несут в пляс. А вам не хочется танцевать? Коллективы сменяют на сцене друг друга один за другим. Из Кыргызстана сюда приехали более 200 артистов. И сейчас многие из них, кстати, впервые выходят на сцену Кремля. И все это, конечно, хочется запечатлеть и со всеми поделиться. Или что-то? Вы оператор, да? Я оператор, да. Личные операторы президента Кыргызстана чуть раньше работали в первом корпусе Кремля, где проходили официальные переговоры за 30 секунд до встречи с Путиным. Нам всегда есть о чем поговорить. Мы с вами регулярно встречаемся. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. В кремлевских коридорах своего присоединения к переговорам ждали сразу министр транспорта и экономики и, конечно же, финансов. Лавров общался с министром иностранных дел Киргизии, обсуждали какое-то важное соглашение. Глава Киргизии заявил о поддержке президента России в его усилиях по защите правды о Второй мировой войне. Эти кадры почему-то не получили особого резонанса, но они точно того стоят. Как президент Жээнбеков возлагал цветы к могиле неизвестного солдата в Москве.
отдает зон помощникам, хотя идет то ли дождь, то ли снег, пронизывающий ветер. Кадры, которые говорят все об отношении руководства Киргизии к памяти павших. Достойно уважения.